Мы сейчас находимся примерно в 10 километрах от села Сахюрта Одинского района. Мы приехали на наше родовое поместье, где родились мой дедушка и мой отец Сыдындаржы Балданыч Цициков. И эта местность называется Цицик-Боса, как бы поместье по имени моего дедушки Цицика. И мы, буряты, по-старинному, по нашему обычаю, благословляем место, где мой отец родился, здесь жили мои предки, потому что это место является священным. Вообще мы, буддисты, знаем о том, что каждое место имеет хозяина, поэтому мы обожествляем, говорим благодарности хозяевам этой земли, чтобы на нашей дальнейшей жизни, на благополучие она сказалась положительно. Отсюда произошли наши предки, поэтому мы очень уважительно относимся к этой местности. Прежде всего здесь родился наш дедушка Балданов Сасик Батмаевич в 1866 году. И, конечно, родился мой отец Сыдындаржы Балданыч Цициков 20 февраля 2013 года. Отец работал в партийно-советских органах Одинского района. Потом в 50-х годах был направлен замполитом Одинской МТС. Потом в 1953 году вышел мартовским пленум ЦК КПСС о направлении работников партийно-советских органов в сельское хозяйство. Поэтому в 1954 году он был избран председателем колхоза имени Хрущева Одинского района. Поэтому мы переехали в село Урдагу и до сего времени считаю себя урдагинцем. Мать работала учительницей, она была выпускницей Одинского педагогического училища. Я родился вторым сыном. Сверху старше меня брат Цициков Валерий Сыдындаржевич, и за мной еще пошли дети. Таким образом, мое детство прошло в Урдагинском колхозе имени Хрущева в то время, потом колхоз имени Чапаева. Детство прошло, нельзя сказать о том, что все было гладко, счастливо. Мы с малых лет в колхозных производствах принимали участие. Где-то 4-5 класса участвовали в сенокосе, стрижке. И таким образом с малых лет мы получали трудовое воспитание. Наш отец Цициков Сыдындаржы Балданович в 1940 году после службы старшиной эскадрона бурятской кавалерийской бригады демобилизовался и, приехав в Одинск, привез вот эту кавалерийскую шашку. Мы, его дети, большого значения этой шашке не придавали, потому что мы не знали, откуда происхождение этой шашки. Буквально месяц тому назад Бурятского государственного университета позвонили, сказали о том, что в архивных документах нашли данные о том, что данная шашка является наградной. Наш отец был награжден командиром бригады, Бурятской кавалерийской бригады, за отличное владение шашкой, за отличную службу был награжден именно командиром бригады настоящей именной шашкой. И 10 декабря на базе Бурятского государственного университета состоялась конференция, посвященная 90-летию отдельной краснознаменной бурят-монгольской кавалерийской бригады. Поэтому я специально поехал, посчастливилось быть мне участником этой конференции и на пленарном заседании выступил, рассказал об отце. Вот примерно такова история этой нашей семейной реликвии. Мы
с братом обсудили этот момент и решили передать данную шашку, принадлежащую именно нашему отцу, нашему Одинскому краеведческому музею, дар. Большое спасибо. Этот экспонат займет достойное место в нашем музее. У нас в семье 3 детей. Я являюсь самым старшим сыном. У меня есть младший брат, младшая сестра. Отец для нас это глава семьи, такой человек. Наверное, в каждой семье есть такой человек. Это как большой надежный гвоздь, на котором все держится. Если вспоминать, как он нас воспитывал с детства, человек был очень требовательный. Такого, чтобы когда-то бил нас ремнем, что-то плохое нам сказал, то есть я такого даже и не вспомню. Воспитывал, наверное, нас так же, как и воспитывает родитель всех своих детей. Вообще, на самом деле, человек очень интересный, человек очень умный. Я, на самом деле, за всю свою жизнь никогда ни разу не видел его пьяным. Выпившим, конечно, видел. Никогда не слышал от него ни одного матерного слова. То есть в этом тоже такой человек, с которого можно брать пример. Я вообще удивляюсь, какой человек вообще на самом деле очень эрудированный, очень начитанный. Я, наверное, мне не встречался человек, который столько много читает. У нас дома везде книги. Если у него есть какая-то свободная минута, свободное время, он всегда с книгой. Вместе с тем я вообще удивляюсь, как, допустим, вот в таком возрасте человек может быть таким современным, жить в ногу со временем. Когда, значит, решили отметить этот символический юбилей, это день рождения, эту дату, я просто у отца спросил, ну, как сын, чисто по-человечески, говорю: пап, тебе может быть подарок какой-то, что тебе купить, что тебе подарить? И его ответ меня просто шокировал, то есть меня улыбнуло. Немного я про себя, так сказать, посмеялся, он заказал мне новый iPhone. Я про себя подумал, вот интересный человек. Мне этот новый iPhone не нужен, а вот ему понадобился. Я про себя, значит, подумал и у него спросил: пап, зачем тебе новый iPhone? У тебя же есть iPhone. Он говорит: ну вот нужен новый iPhone, потому что этот iPhone меня уже не вывозит. Пришлось срочно ехать, покупать новый iPhone, с удовольствием ему вручить. То есть он в этом плане вообще большой молодец, то есть в этом плане с него тоже можно брать пример. Кроме того, что я сказал, является очень хорошим семьянином. У них как раз в этом году с мамой золотая свадьба. Как раз получается, в 1973 году они поженились, и 50 лет уже вместе. Очень хороший хозяин. То есть, если есть свободное время, просто так он его никогда не тратит. Дом у нас всегда во дворе чисто. Это, я не знаю, в этом тоже можно с него брать пример. Всегда чисто, убрано. Деревья все подстрижены, покрашены. Все всегда в порядке. Потом в этом тоже с него беру пример. То есть, если быть уж хозяином дома, настоящим добрым хозяином, как говорится, то с этого тоже можно брать пример. То есть, на это тоже нужно уделять и время. Человек действительно очень интересный. У него очень много друзей. Он с большим уважением ко всем относится. Я вот за свою жизнь никогда от него не слышал ни одного плохого слова про какого-либо человека. Это тоже такое большое качество, с которого я беру сам пример. Потом вопросы, связанные с вопросами порядочности, уважения к людям, уважением к обществу, к уважением к государству. Это тоже очень важно, очень ценно. Я тоже очень ценю.
Дорогие друзья, сегодня мы находимся на юбилее Владимира Цидендаржиевича Цицкого, который на протяжении более 15 лет руководил местной общественной спортивной организацией конников Агинского Бурятского округа. В далеком 2008 году, в начале 2008 года, он согласился стать президентом в то время Федерации конного спорта Агинского округа. И на протяжении 15 лет бессменно почти руководил нашей федерацией. И за это время он проделал огромную работу. Такую работу, ну, она, наверное, оценится потомками. Почему? Потому что и под его руководством была издана книга про конников Аги. Было сделано полностью на юридической основе устав, положений о местной спортивной организации, общественной спортивной организации конников Аги, Агинского округа, и сплотил всех конников вокруг себя. Хотя было очень много разобщений: Агинский район, Могойский район, Дольдургинский район, вот так. А сейчас мы просто вместе в один кулак все работы проводим в коневодстве. В этом его огромная заслуга. И 75-летие, юбилеем его мы всегда поздравляем, присоединяемся к его пожеланиям, здоровья ему дальнейшем, чтобы он никогда не опускался, не терялся среди нас и дальше вместе с нами работал и кричал: только вперед! Владимир Цидендаржиевич Цицков – это один из славных сыновей нашей Агинской земли. Человек, который на своем посту проработал долгие-долгие годы. Володя, это я обращаюсь к нему очень часто по-бурятски, и это более уважительно, соблюдая наши традиции, как младшего к старшему, является для меня большим другом, товарищем, советником во многих делах. Нас более тесно связал общий проект, по строительству которого работали вместе, большой группе людей, инициатором и руководителем нашего проекта по строительству памятника Петру Бадмаеву, нашему выдающемуся земляку, руководителем проекта являлся Владимир Цидендаржиевич. И я почувствовал, какая от него исходит, какая мощь, какой организационный талант. И то, что мы с ним съездили по просьбе нашей инициативной группы города Улан-Удэ, Республику Бурятию, для проведения встреч со многими нашими земляками по поводу строительства этого памятника, нас встретила целая диаспора. Вот его бывших коллег, друзей его. И нас встречал на нескольких машинах, несколько джипов, и он предлагали разные машины. Вот, Владимир Цидендаржиевич, возьмите эту машину, возьмите ту машину. И где бы мы с ним не приходили, всегда очень уважительно и очень глубоко уважительно относились к Владимиру Цидендаржиевичу. И меня поразило то, что и мне, как помощнику ему, тоже выделили машину. И вот таким образом мы очень легко и быстро решили все проблемы. Сегодня мы отмечаем, пусть и не круглый, но очень веселый юбилей Владимира Цидендаржиевича Цицкова. Это действительно человек-легенда. Где бы он, на какой бы должности не был, он всегда был на коне. Именно по его инициативе, когда он еще работал прокурором округа, создавался суд Агинского Бурятского округа, окружной суд. Затем он возглавил этот суд и руководил им до 2009 года. От него исходила какая-то доброжелательная аура.
Коллектив подобрался великолепный. Это надо быть таким руководителем, чтобы ни с кем не конфликтовать, и в то же время его очень даже слушались. Умный человек, добросовестный, добропорядочный. Мы дружим уже много лет, сейчас оба в отставке. А я вот не помню, когда мы с ним подружились. Вот, видимо, это его характер. Вот. Но продолжаем дружить, как говорится, как раньше говорили, домами. Вот. Когда ушли в отставку, ну вот он первый, конечно, это ушел, он ведь не сел на месте. Он возглавил Федерацию коневодства в округе. Вот. Он очень трепетно относится к своей семье, вот, своей жене, детям. Есть последователи, сын и внук, юристы. А как он относится к своим однокурсникам? Это же было давно, окончание Свердловского юридического института. И тем не менее, он поддерживает связь со своими однокурсниками. Я сам тому свидетель, когда мы вместе были в командировке в Москве несколько раз. Вот. Владимир только сказал, что ребята собираемся, и полная комната народу. А люди-то какие, его сокурсники? Следователи по особо важным делам прокуратуры России, прокуратуры Союза в свое время, прокуроры, региональные прокуроры, заместители. Вот связь все время и поддерживается. Володя Дугарма. От меня лично, от моей жены Наташи, примите самые добрые пожелания здоровья, счастья и здоровья. И пусть Бог хранит вашу семью и вас. Будьте счастливы.